Приветствую слушателей, зрителей, участников, комментаторов из Беларуси, не только, всех, кому интересно, что происходит в Беларуси. Сиреневенький бесперспективняк, Дмитрий Щегельский из Нью-Йорка, Юрась Зинкович из Хьюстона, Лена Денисовец за режиссерским пультом. Нагадываю, что калі вы можете сказать сходу и без падрыхтоўкі фразу «сиреневенький бесперспективняк», это значит, что у вас не все в порядку с крышей. Это так? Но даже если вы не можете это сказать, это не значит, что все хорошо. Сегодня мы хочам пачаць нашу программу с того, что, напэўна, беларусаў больш за ўсё хвалюе, потому что я и Дима, мы находимся, так бы мовіць, в эпицентре падзеяў, які называется «Америка в огни». Дима, что отбывается в Нью-Йорку? Ну, я бы уточнил, что я думаю, что выборы все-таки, надеюсь, по крайней мере, что собственные выборы в собственной стране интересуют и волнуют белорусов больше, чем то, что происходит в Америке, но интерес тому, что происходит в Америке, есть. В Нью-Йорке, с одной стороны, в обычных, там, до 99% территории города не происходит ровно ничего. Все живут так, как и жили, и, честно говоря, большого интереса к происходящему у людей, с которыми я общаюсь, не отмечаю. А вот то, что происходит, вчера происходило, там, позавчера, несколько дней, локально, в нескольких частях, то поджоги, грабежи. Собственно, вот и все, что происходит. Хотя это говорят про то, что это протест. В Хьюстоне таксама збольшага 99% тэрыторыі горада гэта цішыня і спакой. Даунтаун въезды патрулююцца ўзмоцнена паліцыі, некаторыя въезды ў горад перакрытыя. Там таксама працягваецца бардак, грабежы. Вось мне на гэтую тэму вельмі спадабалася падзеі в Даласе 2 дні таму, калі пратэстоўцы так званыя занялі цэнтр горада, паліцыя разбеглася, пасля чаго ў цэнтр горада ўвайшлі так званыя апалчэнцы. По-нашаму это паспалітае рушэнне, а по мясцоваму гэта рэднекі ўзброены кольтамі і шортганамі і хуценька навялі парадак. Все адразу стало спакойствие, грабежы спыніліся моментальна. То бок тыя, хто грабяць, яны разумеюць мову сілы і в прынцыпе, калі б у паліцыі і ва ўладаў была палітычная воля, гэта все можна вельмі хутка прывесці до нормы. Ну, в Нью-Йорке нечто похожее, не в том смысле, что произошло, но настроение похожее, потому что бизнес у меня, скажем так, в черном районе. И подавляющее большинство владельцев бизнесов мелких, там, средних, которые расположены по соседству, это афроамериканцы. Настроение у них очень простое. Если придут, мы будем сразу стрелять. Собственно говоря, поэтому никто и не приходит. Ну і яшчэ вельмі важна, што тое, што нашы чытачы, слухачы, магчыма, чуюць у прэсе, глядзяць па тэлевізіі, я заўсёды нагадываю лозунг польскай салідарнасці «Тэлевізія хлусіць». Не верьте тому, что говорит телевизия, не верьте тому, что пишет так званая либеральная пресса. Потому что нават подстава для того, вот, якобы полицейский беспредел, вельмі красамоўна документ потрапіў у суд в Міннесоце. Гэта вінаваўчае заключэнне супраць паліцейскага, які нібыта придушыў спадара таварыша Флойда, таго самого, з-за якого все это пачалося. І я зараз працытую заключэнне кавалак дакумента, дзе гаворка ідзе пра вынікі аўтапсіі, то бок вскрыцця цела Флойда. І медыцынскі эксперт напісаў, што аўтапсія показала адсутнасць фізычных доказаў, які падтрымлівалі дыягназ пра траўматычную асфіксію ці странгуляцыю. Дима, может, ты патлумачыш гэта на чалавечай мове? Што гэта азначае? Итак, все, ну, я бы не сказал, что они врут, они, скажем так, говорят часть правды, создавая ложное впечатление. Вот так будет корректнее, когда говорить и про протесты, потому что все время показывают протесты и создается впечатление, что так вообще везде, что не так. И если говорить конкретно про данный случай, то что произошло? Мы все время слышим слово «удушили», «придушили», «задушили» и его эквиваленты как на английском, так и на русском языках в освещении данного события. Что мы видим из заключения судебно-медицинской экспертизы? Отсутствуют физические признаки того, что человек был задушен или его сдавливали. Дыхательные пути, что препятствовало проникновению, так сказать, дыханию. Задушить человека так, чтобы у него не осталось физических признаков в той ситуации, которая была технически, анатомически, физиологически невозможно. Даже когда труп уже убитого человека подвешивают для того, чтобы стимулировать самоубийство, все равно остаются физические признаки даже на мертвом теле. То есть мы видим, что никаких данных о том, что было удушение, нет. И это не подтверждается медицинским заключением судебно-медицинской экспертизы.
Ну і тым не менш трэба падкрэсліць, што канешне паліцэйскія павінны былі больш уважліва назіраць за станам свайго кліента, пацыента, называць яго як хочаце. І тая ж судмедэкспертыза гаворыць, што ў чалавека хутчэй за ўсё былі праблемы з сэрцам, з ціскам, магчыма, з наркотыкамі і в прынцыпе, калі чалавек гаворыць, што я задыхаюся, паліцейскія павінны былі звярнуць на гэта ўвагу. Безумоўна, тут я разумею, ты ківаеш галавой, таму што розныя кліенты па-розна себе паводзяць в момант арышту. Тым не менш, гэта падстава, каб звярнуць на гэта ўвагу і прынамсі пераканацца, што чалавека ўсё ў парадку. Мы можам гаварыць пра непрафесіяналізм паліцыі, але гаворкі пра забойства быць не можа. Юрась, у меня еще более отличающееся от твоего отношения. Значит, мне в жизни по профессиональным обязанностям приходилось сталкиваться с тем, как зафиксировать больного, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Это крайне сложно. Такие товарищи крайне опасны. И обычные приемы, которые применяются, например, в борьбе, то есть какие-то болевые захваты, практически на них не действуют. Я тебе могу сказать ситуацию, когда у человека можно при его, так сказать, фиксации, он может поломать себе кости и даже не чувствовать этого, потому что человек вообще не чувствует боли. То есть это очень-очень, если подтвердится, что он был в состоянии наркотического опьянения, то чисто легко рассуждать, сидя около компьютера или читая газетку. Нужно было его нежно, нужно было его так, этак. Там 6 фитов, больше 200 паунтов, криминальная история. Метр 80 и больше за 100 килограмм веса. И больше за 100 килограмм. Криминальная история, банда и человек в наркотическом опьянении. Это физически сделать, правильно зафиксировать, даже втроем, вчетвером, впятером, исключительно сложно, если человек находится в состоянии наркотического опьянения. Ну і тым не менш, давай просто сыдземся на тым, што гэтай гісторыі кропку павінен паставіць суд, што бардак в цэнтры гарадоў, які ўстраююць зараз чорныя і белыя банды, в тым ліку белыя банды левых радыкалаў, гэта не спосаб вырашэння спрэчак, які маюць чысты юрыдычны характар. І давай, мабыць, пераходзіць да сітуацыі в Беларусі. Тым больш, што ў нас таксама тэлевізія хлусіць, мы все бачылі рэпартаж на БТ, мы все бачылі, што адбылося ў Гародні, якая была арганізавана правакацыя з дапамогай адной прафесійнай прастытуткі і 2 прастытутак в форме. Можа, паглядзім, давайте. Алёна, покажи нам, калі ласка. Что там? Подождите, не убегайте, Сережа. Слышишь, ты что, вообще офигел? Женщина, что? Давай все Милиция спонсирует этот человек. Кого? Милиция спонсирует. Да, провокаторы женщины. Ты снимай их там, снимай их там. Карантин, вы что, шутите, что ли? Шутите? А что вы собрались во в карантин? Нет, ты представник человек. Ага, мужчин вот этих держите, которые на женщин бросаются. Товарищи, шутить можно, на провокации не поддавайтесь. А почему он не ответил на вопрос? Вы знаете, это его личное дело. Как это личное А дело? вот такое, вот вы Сразу 8 тысяч. послушайте меня. Народ беспредел, Гродно творится, беспредел. Такого уровня провокаторов еще не было. Вы Тянут кто за вы такая? Селфи можно меня? У меня спросите, паспорт, спросите, где Иван? Уберите ее. Я задала вопрос человеку, он от меня убегает, и я хочу получить ответ. Понимаете? Хочу получить просто ответ, вот и все. Дело в том, что я хочу получить ответ. Стойте, стойте, Вельмі такая абсолютно адкрытая правакацыя з удзелам адной прастытуткі штатнай. Блогеры яе моментальна деананімізавалі, знайшлі яе імя, нумар тэлефона, месца працы, яе стаўкі, паколькі яна бярэ, і 2 прастытутак пазаштатных, адзін з якіх прадставіўся супрацоўнікам міліцыі. Што ты думаеш пра гэта?
Ну, первое, я думаю, что это не эксцесс исполнителя, это не обязательно плохо поставленная провокация. Вполне возможно, что провокацию специально сделали такой нарочитой, читаемой для всех зрителей, чтобы дать сигнал как участникам, так и активистам, особенно кандидатам в кандидаты, их инициативным группам и штабам, что нам абсолютно все равно, что вы там думаете, мы не собираемся ограничивать себя рамками законодательства, и в любой момент можем сделать с вами все, что мы посчитаем нужным, что полностью соответствует политологической теории тому же Шарпу, который первый говорил о том, что ни одна диктатура не пала в результате выборов, и ни одна диктатура никогда не ограничивала себя соблюдением своих же законов. Ну і гэта датычыць всіх, хто ўдзельнічае ў выбарах, это датычыць прэтэндэнтаў прэзідэнты, кандыдаты ў прэзідэнты, сябраў ініцыятыўных групаў, актывістаў, дапамагатых, просто людзей, які прыходзяць падпісвацца. Гэта выразны сігнал для ўсёй краіны, што рэпрэсіі будуць узмацняцца, і чым менш упэўнена сябе будзе адчуваць дзеючая ўлада, тым будуць мацнейшыя рэпрэсіі. І пакліканне Шэймана, якое мы абмяркоўвалі тыдзень таму, гэта выразна звязана, хутчэй за ўсё, гэта якраз праца Шэймана, і мы прагназавалі, што калі ён прыходзіць у вузкую каманду Лукашэнкі, гэта азначае, што будуць рэпрэсіі. Ну, старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет. Тем не менее, я бы еще вернулся к видео. Я не уверен, что вот участковый, который падает, прямо-таки так, как стали писать на Оскар и все такое. Я думаю, что те, кто ставили эту провокацию, это было, может быть, служба охраны президента, может быть, какие-то оперативники комитета госбезопасности, ОМОН. Но в любом случае для них участковый инспектор – это расходный материал, и ему могли вполне реально и нормально ударить тех, кто был задействован, нисколько не заботясь о том, что и как с ним произойдет. Ну і яшчэ важна заўважыць, што далёка не всім міліцыянтам падабаецца тое, што адбываецца. Праскачэла інфармацыя, не ведаю, наколькі правераная, што напярэдадні гэтай правакацыі нечакана сышоў на бальнічны начальнік гарадскога ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага гарвыканкама, а на наступны дзень сышоў ягоны намеснік, таксама в отпуску сышоў, той самы, які пасля выходзіў на ганак і спрабаваў людзям патлумачыць, каб яны адышлі ад будынка, рэжымнага будынка міліцыі, і каб яны тут не таўпіліся. Гэта гаворыць пра тое, што міліцыянты цудоўна разумеюць, чым гэта смердзіць і што гэта азначае. І, відаць, тое, пра што мы гаварылі, пра раскол в элітах, хаця б на такім узроўні ўжо выразна бачна, хаця б в міліцейскіх элітах. Я не знаю, есть там раскол в элитах или нет. Я бы не отнес начальника там, городского или районного управления Министерства внутренних дел прямо-таки к элитам. Кроме того, совершенно не факт, что гродненская милиция была вообще в курсе, что это готовится, потому что действовал ОМОН Минский, насколько я вижу. Ну, в любом случае, это гадание на кофейной гуще. Тем не менее, то, что человек уходит на больничные, в отпуска, пытается не участвовать в этом, это знак того, что в том числе и в Министерстве внутренних дел достаточно здравомыслящих людей, понимающих, что это такое, к чему это может привести, и совершенно неуверенных, ну, два мотива. Первый мотив, скажем так, идеалистический. Люди не хотят мазаться в дерьме. Второй мотив рационально, эгоистически. Люди не уверены, что режим удержится и не хотят идти вместе с ним на дно. Ну, а спадару Цэпкалу, як і всім тым, хто былі затрыманы пасля яго, таму што вчора, пазаўчора па ўсёй Беларусі пракацілася хваля арыштаў, затрыманняў, сёння пачынаюцца суды, вось уже прыйшла паведамленне, што Статкевіч атрымаў свае чарговыя 15 сутак, людзям прысуджаюць штрафы, суткі. Хочацца пажадаць вытрымкі, і трэба сказаць, што все яны пакутаюць за будучыню Беларусі, за будучыню развітай, нармальнай, дэмакратычнай, свабоднай, рынкавай Беларусі. Ну, хотелось бы в это верить. Цыпкало вообще красавчик. Он подписался красиво. Мне кажется, что, не знаю, была это импровизация, обдуманный шаг. Но это был красивый шаг со стороны, скажем так, представителя, хоть и бывшего, но номенклатуры, в отличие от Бабарыка, потому что Цыпкало это все-таки помощник Лукашенко, член его избирательной команды еще в 1994 году, то есть самое, что ни на есть номенклатура. Ну и вчера он очень хорошо прошелся по Александру Григорьевичу, сказав, что как может врать человек, которому сам Илон Маск подарил машину. Ну так, це правда.
Да, и это, мне кажется, что в отличие от Бабарыка, который, по-моему, испугался или растерян, или испугался, ну, окей, как бы не очень понимает, мне кажется, что и как ему делать, Цепкало поймал драйв. Он получает удовольствие от того, что происходит, и проявляет себя, несмотря на свое прошлое, которое никто не собирается забывать, как минимум, как боец. Ну, а вяртаючыся да Бабарыкі, спадар Бабарыка пазаўчора і учора апублікаваў заяву. Сёння ён занёс эту заяву бабе Лідзе ў цэнтр выбаркам, дзе ён гаворыць пра жахлівыя парушэнні, якіх ён не чакаў, на якія он не спадзяваўся. Давайте поглядим это коротенькое видео. Какая неожиданность! И кто бы мог подумать? У нас же выборы всегда проходят демократично, и фальсификаций нет, и нарушений нет. И Ну, политзаключенных у нас нет. Давайте Вчерашний день показал, что многочисленные нарушения, которые совершаются уже на этом этапе, показывают, что возможность честных выборов под угрозой. Мы видим провокации, мы видим угрозы, мы видим многочисленные злоупотребления служебным положением, мы видим публичное предупреждение отдельных кандидатов в президенты в том, что им угрожают отказом от трудоустройства, их дискриминируют по половому и по гендерному и по национальному признаку. Ну, заява Бабарыкі просто беззубая, я бы сказал, слабая, ни про что. И такое выражение, что у человека просто спадаются ружовые окуляры, и он начинает разуметь, в какой краине он живет. Ну, если человек, как он сам признается, с 96-го года не ходил на выборы, хотя я все время пытался вспомнить, а кого же мы выбирали в 96-м году, так и не смог, и, похоже, не сильно интересовался политикой, то наличие розовых очков для такого рода людей довольно, как ни странно, характерно. Мне приходилось сталкиваться с представителями номенклатуры, которые считали, что все хорошо, ну, не только номенклатуры, бизнеса, то есть, ну, вот людей, которых все устраивало. Нет политзаключенных, нет проблем, выборы, ну да, может быть, где-то кому-то немножко дописали, не дописали, но все равно это не то, про фальсификации не происходит. А сейчас, столкнувшись с реальностью, человек начинает ее осознавать на своем опыте. У меня впечатление, что он похудел на пару килограмм. При этом такое бывает при сильном стрессе за короткий период. Он осунулся, он плохо выглядит, к сожалению, ни в коей мере не желаю ему ничего плохого. Он начал понимать, что реальность очень далека от тех представлений, которые у него были. При этом мы это можем наблюдать не только у него, но и у остальных кандидатов. У Тихановского это происходило раньше. За последний год он очень сильно изменил свои взгляды. Каждый раз, когда он попадал на 15 суток, он резко приближался к реальности, прямо скачком. Я думаю, что если товарищ Бабарыка посидит там полгодика в американке, то он станет таким же, как он выразился, маргинальным оппозиционером, как и все остальные, которые прошли этот путь до него. Цікава, што ты згадаў 96-й год. Гэта таксама чарговае раздарожжа, калі Беларусь стаяла таксама перад выбарам ці то дыктатура, ці то дэмакратыя. І тады вось гэтае выступленне спадара Бабарыкі мне нагадала выступленне іншага палітыка ўзора 96-го года, таксама абсалютна беззубага, таксама які зразумеў, у якой краіне ён жыве, тады, калі ўжо было позна дзейнічаць. Я маю на ўвазе старшыню Верховного Совета Семена Шарэцкага. Давайте паглядзім, што ён тады казаў, і параўнаем з тым, што сёння гаворыць спадар Бабарыка. Власть сосредотачивается в одних руках. И стоит только человеку этому быть психически неуравновешенному. И все. И самое страшное, что у Александра Григорьевича уже прозубливались слова. И Гитлер, и концлагера. Это очень опасно. Ну, мне здаецца, гэта з'ява аднаго парадка. Людзі пачынаюць усведамляць. Дай Божа, каб спадар Бабарыка это не запозна усвядоміў, што дзейнічаць трэба ўжо сёння і па сутнасці радыкалізоўвацца трэба ўжо сёння і аб'ядноўвацца з тымі, каго мы называем маргіналамі, добра, што не адмарозкамі, трэба ўжо сёння, калі ён хоча ввогуле захаваць сваю не той, што палітычную кар'еру, а свабоду, таму што шансы сесці ў таго, хто кідае выклік самому Лукашенка і хто прэтэндуе на яго пасаду, вельмі вялікія.
Ну, у Шеймана есть опыт не только на тему посадить, но и закопать, как мы хорошо знаем. Так что посадить — это еще не самый худший вариант для гражданина Бабарыка. Тем не менее, по Шарецкому я бы все-таки сделал некоторые отличия. Первое, это был 96-й год, а не 2020. И белорусские политики тогда просто не имели того опыта, который есть сейчас. В 91 году политиков в Беларуси как таковых не было. Были люди, которые были встроены в номенклатуру там, хозяйственную, номенклатуру партийную, но политика, скажем, откровенно делалась в Москве, может быть, за исключением тех, кто представлял оппозицию. Потому что они как раз уже включались в политическую жизнь, а все остальные были исполнителями. Шарецкий не имел того политического опыта. Это первое. Второе. Его замечание про психическое состояние Лукашенко, оно проницательное. Ну и третье, про страну, где он там оказался и живет, так ведь, насколько я знаю, живет он сейчас в Америке. Так, ён жыве в Каліфорніі, в доме састарэлых, ну, не самым дарагім, не самым багатым, але, ну, здаецца, гэта все ж таки лепш, чым на беларускую дзяржаўную пенсію, напрыклад, як у Шушкевіча, менш за $1. Меньше за $1, да. Ну, как бы Бог ему судья, там еще что-то можно понять, а вот как бы и простить, если мы говорим про Шарецкого. Кроме того, это был выбор для Беларуси в 96-м примерно такой же, как и сейчас. Это выбор дальнейшей модели развития и ориентация. Двигаться нам в сторону там, азиатской модели диктатур, при этом я не имею в виду Китай, я имею в виду прежде всего бывшие советские республики в Средней Азии, либо двигаться вслед за Прибалтикой и в Польшу. И это даже не столько и не только о Лукашенко, и не только и не столько за Москву или там за Евросоюз или против, а сколько модели общества, какой она будет и какую модель строить. Так, я абсолютно згодны. Працытую сённяшнюю размову в часе з адным маім сябрам, таксама які в беларускіх палітычных колах круціцца, які зараз знаходзіцца в Украіне, які са здзіўленнем заўважыў, што ў Беларусі схлопваецца эканоміка. Сёння, напрыклад, урад апублікаваў дадзеныя, што на 3 мільярды рублёў, гэта амаль $1,5 мільярда скараціліся датацыі мясцовым бюджэтам. А нагадаю, што мясцовы бюджэт — это заробкі дактароў, міліцыянтаў, настаўнікаў, адміністрацыі дзяржаўнай, гэта фінансаванне тых жа шпіталяў. І як будуць мясцовыя ўлады зараз выкручвацца, сказаць цяжка, а прычыны гэта тое, што мы казалі з табой, Дзіма, 2 месяцы таму, гэта схлопванне бізнеса Лукашэнкі на нафце і схлопванне бізнеса Лукашэнкі на экспарце беларускага калія, і гэта прамыя наступствы. І вось калі гэты мой сябар паглядзеў і усвядоміў, што адбываецца, ён са здзіўленнем сказаў: а ён жа ж пабежыць да Пуціна. На што я ім адказаў, што да Пуціна ён можа пабежыць, толькі Пуціну дапамагаць няма чым, таму што ідзе схлопванне постсавецкай эканамічнай мадэлі. Калі Украіна гэта прайшла 5-6 гадоў таму і зараз спрабуе з гэтым неяк жыць, то Беларусь і Расія зараз з гэтым сутыкаецца ва ўвесь рост, набліжэнне пухнатага палярнага ліса, яго поступ все бліжэй і бліжэй. І што будзе далей, цяжка сказаць. Або Беларусь перажыве гэты крызіс і выйдзе на траекторыю эканамічнага развіцця і стане сходнееўрапейскім тиграм, або мы сапраўды скатываемся ў лік недаразвітых краінаў, таких як краіны Азіі, Афрыкі, Латинской Америки, якія будуць жыць плохо, но недолго. Я думаю, что выбор у нас хуже, чем ты говоришь. И лучше, и хуже. Значит, первое, это то, что происходит в России и в Беларуси закономерно, потому что эпоха заканчивается. Заканчивается эпоха, когда можно было жить на проедая наследие Советского Союза, хорошее, плохое, какое бы ни было, и начинается совсем другая эпоха. При этом это не только относительно Беларуси или России, но по большому счету всего мира. Второе, это то, что выбор у нас не между усходнеевропейским тигром, в чем я, как хотел бы, как я понимаю, видеть Беларусь Цепкало, и в этом мне его видение очень близко. Но, допустим, даже просто нормальной, динамично развивающейся, более-менее стабильной страной, которая способна обеспечить условия для жизни, работы и развития населения, и Венесуэлой. Я много раз говорил знакомым, и тебе, и не только, что не надо смотреть на Украину, нам нужно смотреть на Венесуэлу. Этот сценарий для нас может стать очень актуальным в ближайшее время. И
протесты наши могут развиваться также к Венесуэле волнами. Вовсе не обязательно, что вот 9 августа все выйдут на площадь, победят, Лукашенко убежит, и после этого жизнь наладится. Ну, во-первых, она сразу после этого точно не наладится, а во-вторых, нам, как мне кажется, есть гораздо более опасный сценарий. Если 9 августа Лукашенко пойдет на силовой разгон, я не думаю, что в Кремле его ждут. Даже если было чем помочь, совершенно не факт, что помогать захотят. Я не думаю, что кто-то станет ему сильно помогать с Запада. И вот тогда нас ждет не просто вот такая недоразвитая страна, как ты говоришь, а failed state. То есть страна, в которой будет преступность, в которой не будет, которая не выполняет своих базовых функций государства, то есть обеспечение безопасности, обеспечение суда, обеспечение поддержания порядка, арбитража и обеспечение устойчивого функционирования экономической системы. Это гораздо хуже, чем вариант Средней Азии. Ну а якім шляхам пойдзе Беларусь, гэта залежыць ад всіх нас, тым ліку ад нас з табой, Дзіма, і ад таго, як нашы суграмадзяне будуць рэагаваць на ход падзеяў, на тыя несправядлівасці, што адбываюцца і будуць адбывацца на працягу ўсяго лета. Я думаю, што 9 жніўня баба Ліда, безумоўна, абвесціць адзіны магчымы варыянт, што перамог Лукашенко. Сённяшнія кандыдаты в прэзідэнты хутчэй за ўсё пойдуць в турму. А што будзе ўвосені, што будзе, калі схлопнецца эканоміка, хутчэй за ўсё она схлопнецца пад канец восені, гэта залежыць ад всіх нас з вами. Таму я хацеў бы пажадаць нашим гледачам, слухачам, захоўвайце спакой, вастрыце косы, памятайце, што 9 жніўня жыццё не сканчаецца, барацьба яшчэ наперадзе. У краіне нарастае незадаволенасць, людзі злыя. Улада не может насамрэч супрацьстаяць массовым выступлениям людей. Ну а подписчиков, гледачоў нашего YouTube канала я просил бы подписаться на наш канал. Вось тут вось звоночек находится. Лайкайте, комментуйте, выказывайте свою згоду, незгоду з нами, можете посварыць нас, калі вы лічыце это необходным. И до сустрэчы праз тыдзень. Ну, посмотреть, это было бы цікаво. Да, чисто из спортивного интереса, кому бы и как это удалось, мне было бы очень интересно лично. Но действительно, до встречи через неделю. Оставайтесь спокойными, сохраняйте спокойствие разума прежде всего. Не надо впадать в эйфорию, но также и не надо впадать в отчаяние. 9 августа жизнь не закончится, кризис начался, он пришел всерьез и надолго, но кризис это не только опасность, это еще и возможность. И то, что будет происходить, зависит от активной части населения, которая готова что-то делать. Если не для страны, то хотя бы для будущего самих себя и своих детей. Всего наилучшего, до встречи через неделю. До встречи.